строительство новой подстанции 110 киловольт в Республике Ингушетия. Это очень важный элемент всей энергосистемы Северо-Кавказского федерального округа. В присутствии министра энергетики России Алексея Новака, главы Ингушетии и гендиректора Россети в регионе запустили электроподстанцию «Плиева-Новая». Расскажем о реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды в Малгобеке. Третье почетное место. Команда Ингушетии выиграла бронзу на фестивале культуры и спорта народов Кавказа в Грозном. Мы сегодня договорились о том, что будет развиваться и республиканское отделение Национальной родительской ассоциации в Республике Ингушетия. Тема родительского просвещения обсуждалась в Центре образования детей с ограниченными возможностями здоровья с участием Алексея Гусева. Каждый участник, каждый соперник, они должны стремиться к завершению сабмишеном. Впервые в Ингушетии. Когда пройдет открытый чемпионат по джиу-джитсу и как идет подготовка спортсменов, расскажем в этом выпуске. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. Сегодня в Ингушетии запустили электроподстанцию «Плиева-Новая». Открытие первой очереди стратегически важного объекта позволит разгрузить старую подстанцию Плиева и покроет потребности региона в электроэнергии. В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие министр энергетики Алексей Новак, глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов, гендиректор ПАО «Россети» Павел Левинский и другие почетные гости. Все подробности в репортаже Зелимхана Калоева. Светлое будущее, причем в буквальном смысле этого слова. Питающий центр Плиева в эксплуатации с 1966 года. Оборудование давно изношено, отработало свой срок. С введением Плиева-Новой в эксплуатацию старая узловая подстанция будет полностью разгружена. Сегодня это главный проект по повышению надежности и качества энергоснабжения в регионе. Подстанция Плиева-Новая обеспечивает создание энергокольца из 9 линий электропередачи напряжения 110 киловатт, проходящих по территории Республики Ингушетии, Северной Осетии и Чечни, что значительно повышает надежность всей энергосистемы Северного Кавказа. В ходе рабочего визита в СКФО министр энергетики России Александр Новак и гендиректор компании «Россети» Павел Левинский вместе с главой Ингушетии Махмуд Али Калиматовым приняли участие в торжественной церемонии запуска первой очереди подстанции. Запустить в первую очередь подстанции 110 киловольт Плиева-Новая. Коллеги, прошу. Я, во-первых, искренне говорю спасибо, потому что для нашей республики то, что сегодня Плиева-Новая построена, и она принесет нам или устранит те недостатки, которые были, потому что у нас планы действительно большие, и с вводом с каждым годом тех объектов социальных, которые мы планируем по нацпроектам, социальные объекты, школы, детские сады, больницы, с каждым годом будет повышаться потребность в электроэнергии, чтобы у нас в республике всегда было светло. Не только днем, но и ночью. Открытие совершенно новой цифровой подстанции – серьезный импульс для развития всей энергосистемы страны. Министр энергетики России рассказал, в каком состоянии находится электросетевой комплекс Северного Кавказа и о перспективах его развития. Электросетевой комплекс СКФО будет выделено порядка 18 миллиардов рублей. Недавно была введена крупная электростанция Грозненская ТЭС. Скоро будет введена Зарамакская гидроэлектростанция. Развиваются малые источники генерации. Ну и, конечно, важно, что в электросетевом комплексе происходит обновление, происходит повышение надежности. Вот строительство новой подстанции 110 киловольт в Республике Ингушетия – это очень важный элемент всей энергосистемы Северо-Кавказского федерального округа.
Махмуд Али Калиматов отметил, что в Ингушетии действительно намечены колоссальные планы, и современная доступная инфраструктура остро необходима для их реализации. Ведь это для людей, для каждого дома, для каждого жителя республики. Это же не только у нас сети, да, они 60-х годов, и дальше даже туда можно вниз и 50-х годов. Но вопрос в другом. Поэтапность, пошагово, министерство, правительство в целом, Россети, вот как раз для нашей республики делают то необходимое, которое, это же не просто объект, это же объект, который войдет в каждый дом, в каждую школу, в каждый детский садик. Понимаете, вот это важность. Подстанция Плиева-Новая – еще один энергообъект, построенный в рамках реализуемой группой Россети концепции «Цифровая трансформация 2030». Мы делаем все, чтобы создавать в регионах необходимые инфраструктурные условия для их динамичного развития, отметил директор компании Россети. Одна из важнейших задач – также повышение платежной дисциплины в регионе. У нас задача по 30% снижению, которые зафиксированы в программах уровня потерь в энергосистеме Ингушетии. Да, они сегодня высокие. С уровня тех, которые имеются, почти 30% уменьшения до целевых 18-20%. Тот, который предписан нам до 2023 года. Также важно отметить, что это реконструкция вводов 0,4 киловольт, как уже отметил Махмуд Али Макшарипович, до каждого потребителя. Критическая инфраструктура дотягивается. Поэтому без этих мероприятий, конечно же, системной надежности не обеспечить. Надежность и качество – вот главное преимущество новых технологий. Информация о любых неполадках отображается на мониторе диспетчера. С помощью дистанционного наблюдения за системой возможно мгновенно обнаружить сбой в сети. Круглые сутки находятся 2 человека. Они имеют прямую связь с региональным диспетчерским управлением Северного Кавказа. Вот 2 телефона, есть такие панели. И они регистрируют все события, что произошло, какое ток короткого замыкания, если термин, величина тока, время, эти все. Здесь происходит все очень быстро, доли секунды. И все это событие, когда после того, как мы осциллограмму вытаскиваем, наглядно видно, что происходило на линии и на оборудовании. Это позволяет намного ускорить устранение появившейся причины. Здесь мы видим, при включении мы видим по каждой фазе напряжение и переток, сколько мы получаем. Дистанционно можем отключить, в работе находится выключатель, если зажигается красное, мы можем его отключить. Точно так же, по каждому, все, что у нас находится на открытом устройстве, нанесено здесь, на этом стенде. То есть каждая кнопка заведена дистанционно на каждый выключатель, на каждое оборудование. На подстанции предусмотрено 8 входящих линий. Даже в случае отключения одной из них можно будет резервироваться, а значит, жители не останутся без электроэнергии. Также открытие энергообъекта отвечает целям нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», который рассчитан до 2024 года. Заходить сюда разрешено только в касках, и то в порядке исключения. На энергообъекте используется российское оборудование, применяются цифровые технологии, что позволяет достигнуть более высокого уровня надежности и увеличить срок эксплуатации оборудования. Энергообъект Россети общей мощностью 80 мегаватт позволит обеспечить растущие потребности у жителей Ингушетии и Чечни. Только в одном сельском поселении Плиева, где проживают более 20 тысяч человек, вместо 6 киловатт отныне будет поступать 10. Для жителей открытие объекта – настоящее торжество света. В принципе, село разрастается, у нас село большое, население увеличивается. Поэтому это для нас большой плюс. Это большой подарок для села, конечно, мы очень благодарны. Энергообъект – один из самых масштабных и стратегически важных отраслевых проектов, реализуемых на Северном Кавказе. Инвестиции в первую очередь составили более 800 миллионов рублей, а общий объем инвестиций в проект превысит 1 миллиард. Вторую очередь подстанции Плиева-Новая планируется ввести в эксплуатацию в середине 2020 года. Зелимхан Калоев, Магомед Даскиев, Новости 24.
Сразу после официального открытия подстанции министр энергетики России Александр Новак, глава республики Махмуд Али Калиматов и глава Россети Павел Оливинский направились в администрацию главы Ингушетии на расширенное совещание с сотрудниками профильных министерств и ведомств. Как отметил федеральный министр, необходимо определить конкретные шаги по оздоровлению электросетевого комплекса, в том числе в рамках исполнения постановления правительства России. Важным является и завершение процесса консолидации электросетевых активов региона на базе группы Россети. Кроме того, необходимо сократить задолженности юридических лиц и предприятий ЖКХ республики. К другим темам. 24 миллиона рублей выделено в этом году для создания комфортных условий проживания малгобекчан. В городе Воинская Слава реализуется федеральный проект формирования комфортной городской среды, который направлен на комплексное развитие городской территории, благоустройство дворов, создание комфортных мест массового отдыха. О проводимых работах сюжет Даны Плиевой. Обширные работы в рамках проекта комфортной городской среды начались в городе Воинская Слава еще минувшим летом. Один из пунктов благоустройства – территория перед Малгобекским парком. Шум рабочей техники уже давно стал привычным для Лемки Хадзиевой. Женщина живет в этом многоэтажном доме и всегда рада новым преобразованиям. Я рада всем хорошим начинаниям в этом городе, этой республике. Рада я очень. Рабочие проложили новый тротуар и совсем скоро приступят к расширению дорожного полотна. Проведут освещение, поставят столбы. На улице Этуша привели в порядок и подземные коммуникации. За счет внебюджетных средств здесь успели заменить более 600 метров трубопроводной линии. Но основной фронт сейчас занят строительством парковки и новой входной арки перед парком. улица Эдшемир. Подпорный стенд, тротуар продолжить без. И здесь мы этот участок асфальтировать и ездили полностью. Отстроили новую входную арку и у аллеи Гейдара Алиева, расположенную рядом с парком. Пока этот клочок земли мало напоминает будущую аллею, но, судя по предстоящим преобразованиям, она может стать вторым любимым местом отдыха для всех малгобекчан. Оживленная улица Орджоникидзе – одна из 7 общественных территорий, на которой идет благоустройство. В реконструкции она нуждалась давно, делится Лейла Хамадханова. Необходимо отремонтировать дорогу и озеленить территорию. Отжун хитр бемяхтер хатсо. Да будешь хоз гянжелаш, гянждаё хожнохтусо. Эмбир, наха эмбизи дайхчха. В этом году на реализацию комфортной городской среды городу выделено 24 миллиона рублей. Ведь одна из главных задач проекта – сделать наши города и дворы благоустроенными и комфортными для проживания. Дана Плиева, Джамалей Тамасханов, Новости 24. Сборная команда Ингушетии выиграла бронзу на фестивале культуры и спорта народов Кавказа, который в этом году проходил в столице Чеченской Республики. Лучших выбирали в 12 спортивных видах, таких как стрельба из лука, армспорт, борьба на поясах, легкая атлетика, мини-футбол и многое другое. Команда хозяев заняла первое место, тем самым сохранив за собой право принять фестиваль 2020 года. Все подробности в репортаже Тамерлана Хамхоева. На одном большом стадионе в Грозном организовано несколько площадок, на которых в 11 видах спорта соревнуются спортсмены из 7 регионов. Чуть дальше отсюда соревнования по футболу. А вот одна из самых интересных дисциплин для болельщиков – это эстафета. Не оставив ни единого шанса своим соперникам, 4 ребят из сборной Ингушетии завоевали золотые медали. Я бежал в первом этапе. Бежал очень плохо, но на той прямой ветер быстрее. Я бежал второй этап. В целом соревнования классные, достойные. Организация бомба. Езжу уже второй раз. Очень нравится. Хочу дальше продолжать выступать за Ингушетию, показывать сильные результаты и только вперед, только поверить. Еще одно золото в копилку сборной нашей республики добавил Адам Даурбеков. Воспитанник Малгобекской спортивной школы в борьбе на поясах оказался самым упорным и техничным. В тяжелой весовой категории Адам взял золотую медаль, в финале одолев местного спортсмена. Мужичевый, как обычно, перед Кавказским готовится до этого кайпера. Готовится для лягкат и сваткаяс. Вольная борьба. И пояс ахет сейчас.
и ракеки вообще и неожиданно хамаш скал хищи чуаллоргуш штир тада хачур резу хануш ханс резу so болхуда ашик исправить Самый массовый вид спорта в мире, футбол, пользуется популярностью и на Кавказских играх. Нашу республику представляли победители ингушских игр. Подопечные Джамалдина Урусханова с первых секунд матча дали понять, что они приехали за медалями. Одержав в первом туре победу, наши земляки в равной борьбе уступили будущим обладателям первого места. Задача осложнилась тем, что в следующем матче обыгрывать соперника нужно было с разгромным счетом, при этом не пропустив мяч в свои ворота. За 40 секунд до окончания игры наши ребята забили третий гол. Ну а в матче за бронзовую медаль уверенно разобрались с командой из Северной Осетии. Сорванный голос тренера – лишь одна из составляющих этой победы. Джамалдин Урусханов отмечает, мотивировать ребят несложно, гораздо труднее сохранять азарт на протяжении всех игр. У нас был первый матч в 8:30, да, нам пришлось 5 часов утра вставать, потом где-то 1,5 часа пути провести, и мы были уставшие, не выспавшиеся, и с таким состоянием, да, ребята все равно выложились на максимум. А так, играя со Ставрополем 3-0, с Кабардино-Балкарией 3-0 и за третье место с Осетией 2-1. Безоговорочно мы были сильнее, мы безоговорочно сегодня могли и стать и чемпионами. Да, фактор везения, да, где-то нам, может, где-то не повезло, но на все воля Всевышнего. В этом году сборная Ингушетии завоевала общекомандное третье место. Наши ребята показали, каким бывает честный и зрелищный спорт. В следующем розыгрыше Кавказских игр цель ингушской сборной – золотые медали. Тамерлан Хамхоев, Исмаил Гатагажев, Рахман Цуров, Магомед Белокиев. Новости 24. Деньги любят счет и требуют грамотного распределения. Как научиться управлять потоками доходов и расходов, жить по средствам и правильно приумножать имеющийся капитал? Ответы на эти вопросы можно найти в 15-й Назрановской школе. Там проходят курсы повышения квалификации. Педагоги осваивают методику преподавания курса финансовой грамотности обучающимся. Как ведущие преподаватели в области финансового права Северокавказского института делятся опытом с ингушскими коллегами, узнавала наш корреспондент Дана Плиева. Мы сегодня с вами рассмотрим понятие финансового планирования и будем рассматривать его, обращаясь с точки зрения не того, как мы взрослые воспринимаем, а с точки зрения того, как мы будем это доносить детям. На семинаре более 50 учителей из различных школ республики. Здесь они изучают основы рационального использования финансовых ресурсов, чтобы затем эти знания вложить в юные умы своих подопечных. Внимательно слушает лекцию Зарима Кациева. Педагог с 25-летним стажем уверена, что умение грамотного распределения денег в современном мире необходимо каждому учащемуся. С детства начнет уже думать, что такое деньги, как их тратить, что такое накопление. Хотя он получает сейчас деньги от родителей, сам не зарабатывает, но уже его мы будем учить и готовить тому, что деньги надо экономить, распределять, планировать. Семинар проходит в рамках курсов повышения квалификации. Обучение проводят сотрудники Северокавказского методического центра по повышению финансовой грамотности на базе Северокавказского института филиала Российской академии народного хозяйства. Цель программы – научить молодежь грамотно планировать и эффективно распределить денежные ресурсы, начиная со школьной скамьи. Прожиточный минимум, и ценные бумаги, и налоги. Конечно, мы говорим с педагогами о том, что на разной ступени обучения эти темы преподносятся тоже по-разному. То есть где-то это понятийный аппарат, где-то это уже и методика расчета. Например, если мы берем старшие классы, это расчет процентов, процентные ставки, банковские, вычисления в банковской сфере, то есть работа с кредитами, со вкладами. Зависит от того, на какой ступени образования мы рассматриваем ту или иную тему. Как следует из программы, уроки по финансовой грамотности желательны в каждой школе. Основной нюанс – преподнести всю информацию в понятной ученикам форме, чтобы мир финансов не был для школьников сплошной математикой. Много нового для себя узнала на семинаре педагог Луиза Аушева. Рассматривали вопрос о том, как повысить свою доходность, как сократить минимизировать расходы. Также как объяснить детям, что такое инфляция, что такое рост цен и как можно также минимизировать детям свои расходы, чтобы повысить некие доходы для того, чтобы приобрести
то, что им необходимо. Все мы знаем, что дети любят просить деньги за пятерки, за четверки, и расходуют они их не всегда целесообразно. Но если объяснить им правильно, как пользоваться своими деньгами, то, я думаю, детям будет это полезно. Программа курсов рассчитана на 5 дней. Впереди у слушателей еще 1 день лекций, после чего начнутся практические занятия. Педагоги представят свои проекты, связанные с разработкой уроков по финансовой грамотности, и проведут их с учащимися. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24. В Магасе близится к завершению строительство 2 объектов образования. Школу и детский сад возводят в рамках госпрограммы «Жилище». Строительно-монтажные работы в школе практически завершены. Второй объект – детский сад на 220 мест, также на завершающей стадии. Ввод в эксплуатацию объектов позволит жителям 9-го микрорайона иметь школьные и дошкольные учреждения в шаговой доступности. Ингушетия 2-й год подряд остается лидером среди регионов СКФО по сумме выигранных грантов на молодежном форуме «Машук». При квоте 240 человек, 29 миллионов рублей как лучший показатель и итог форума. Большинство проектов от Ингушетии носили социальный характер, были нацелены на благотворительность, улучшение экологии и популяризацию спорта. Как будут реализовываться грантовые проекты победителей, расскажет наш корреспондент. Победители форума «Машук» не успели вернуться домой, как уже начали работу по реализации своих идей. Основательно подошла к подготовке своего проекта Лиза Евлоева. Ее презентация получила очень много положительных отзывов. И уже в рекордный 5-й раз Лиза стала победителем Северо-Кавказского форума. Ее проект под названием «Другой взгляд» не имеет аналога в округе. Это первая школа на СКФО именно для людей с ограниченными возможностями. Школа, она будет специализирована, адаптирована для этих людей. К сожалению, получить права для человека с инвалидностью составляет очень много труда, и именно для этого будет создана данная школа. Мы выиграли грант в этом году и, в общем, уже начинаем реализовывать наш проект. Автошкола, по словам активистки, будет открыта в Назране. В ней смогут обучаться люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха. На начальном этапе Лиза планирует приобрести 2 автомобиля, переоборудованных с учетом нужд учеников. Одна из машин должна быть с ручным управлением вместо обычных педалей, а для обучающихся с нарушениями слуха пригласят инструкторов и сурдопедагогов из региональной ассоциации глухонемых. По проекту учиться в автошколе смогут до 200 человек в год. Первые клиенты уже есть. Людей будет, конечно, много привлечено. Также есть у нас уже первые клиенты уже с ближайших регионов, наши соседи. Поэтому я думаю, что актуальность данной школы будет. Еще один победитель форума – Заурбек Ведзижев. Его проект один из самых масштабных на форуме. В реализацию будут вовлечены более 160 участников из 40 стран мира. По словам автора, такого проекта в России не было за последние 27 лет. Он позволит не только укрепить межнациональные связи, но и способствует обмену опытом с различными организациями. Благодаря данному проекту можно найти себе партнеров. То есть есть одинаковый проект, который придуман примерно Франция и Россия. А зачем создавать велосипед, как говорится, если можно просто совместно реализовать данный проект? У нас уже примерно есть возможность в том, что мы договорились с одной из псковских организаций, общественных организаций, что наши ребята поедут туда для того, чтобы ознакомиться с историей Пскова, один из самых старых городов России, а псковчане приедут в Ингушетию для того, чтобы ознакомиться с проектом, с ингушской историей, тематикой, языком. Впервые форум «Машук» прошел в 2009 году, и с тех пор наш регион каждый год представляет все больше активистов. 2019 стал рекордом для нашей республики. Более 240 участников, 128 представленных проектов, 61 из которых получили наивысшие баллы. Сумма выигранных грантов – 29 миллионов рублей. И первое общекомандное место среди регионов-участниц. Таких результатов наши ребята добились впервые. Самыми такими значимыми проектами у нас были проект «Другой взгляд», представленный Лизой Евлоевой, это автошкола для инвалидов. Этот проект, он действительно значим не только для Ингушетии, значим и для всего Северо-Кавказского федерального округа. Это такой проект, который поддержали даже на уровне полпредства. Также был представлен проект от представителя нашего региона, проект «Барханоев прод». В прошлом году этот парень тоже выигрывал грант, реализовал его. У них в продюсерской компании, да, его уже реализовано 2-3 проекта от Ингушетии. Вот короткометражный фильм «Баллада о чести», про Бархаш, у них вот первый фильм был. И в этом году
он планирует еще серию вот таких короткометражных фильмов реализовывать на территории нашего региона. Практически все проекты социальной направленности и нацелены на благотворительность, улучшение экологии, популяризации физической культуры и многое другое. За 10 лет в молодежном форуме «Машук» приняли участие около 20 тысяч человек. Следующий слет активистов региону обещано больше мест для участия, а значит еще больше полезных проектов и выигранных грантов. И, возможно, региону удастся побить собственный рекорд. Муса Измайлов, Асхаб Белакиев, Новости 24. Как грамотно выстраивать позитивные отношения между родителями и их детьми? Как правило, и в этом деле необходимы знания. Для обсуждения вопросов сотрудничества между Национальной родительской ассоциацией и общественными госструктурами республики, в том числе и касаемо плана «Десятилетие детства», с рабочим визитом в Ингушетию прибыл координатор Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев. Круглый стол, посвященный теме просвещения родителей, прошел в Центре образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее о встрече расскажет Тамара Хашагульгова. Родительское просвещение – одно из стратегических направлений общества. Как показывает практика и исследования, поколение нынешних родителей испытывает значительную нехватку знаний и компетенций в этой области. Одна из главных задач современности – формирование четкой и осознанной позиции и сохранение института семьи. Важно продвигать систему семейных ценностей среди молодежи, говорят на встрече. Очень важно профессиональное общение, важно видеть, как живет страна, важно знать те вопросы, которые есть, те наработки, которые вы делаете, и те проблемы, которые есть. Развитие инновационных проектов и обмен опытом по осуществлению семейной политики – такие задачи ставят перед собой участники круглого стола. Мы должны какую-то профилактику родительского общения, семейного общения уже опускаться до школы, чтобы уже в старших классах школьников вот какое-то семейное образование вести. Для того, чтобы потом нам не пришлось бы такие большие усилия вкладывать для того, чтобы заниматься самообразованием родителей. Говорят сегодня также и об успешных, а главное эффективных практиках в сфере родительского просвещения и нравственно-патриотического воспитания детей в республике. Директор коррекционной школы рассказывает участникам о консультативном центре «Доверьтесь нам». Он функционирует на базе Центра непрерывного образования детей с ОВЗ. Его главная задача – методическая помощь родителям и педагогам, которые работают с детьми с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний день проведено консультации. Это вот на 16 число, дата 8272, из них очных 8267, дистанционных 5, выездных 29, первичных 8106, повторно 166 консультаций, ну это те родители, которые повторно обратились, тренинги, которые у нас были проведены с родителями, мастер-классы и тренингов проведено, в принципе, 330, это на базе нашего учреждения, выездные. Алексей Гусев поддержал идею консультативной школы, при этом отметив, что работа отдельных центров не будет эффективна, если не скоординировать их под одним началом. Поэтому в рамках круглого стола он выступил с инициативой о создании регионального отделения в Ингушетии. Возглавила его Лейла Амирханова, руководитель отделения Матери России в республике. Ей вручили удостоверение и флаг организации. Сомневалась, смогу ли, успею, но когда мне говорят, что вы должны возглавить это региональное отделение. Конечно, я не отказалась, я буду работать, у меня очень много помощников. Я хочу сказать, что я горда тем, что мне доверено возглавить. Сегодня мне вручено удостоверение. И мы сегодня договорились о том, что будет развиваться и республиканское отделение Национальной родительской ассоциации в Республике Ингушетия, и то, что мы будем развивать и родительское просвещение, и семейное воспитание, и уделим особое внимание такому вопросу, как подготовка к родительству, то есть просвещение тех, кто будет родителями. Также в конце встречи участники круглого стола выступили с рядом предложений, в частности с вопросами, связанными с оказанием помощи многодетным семьям. Алексей Гусев обещал помочь в продвижении этой инициативе на федеральном уровне. Тамара Хашагульгова, Джамалил Тамасханов, Новости 24.
Завтра в Магасе пройдет международная научно-практическая конференция «Кавказоведение в системе общей культуры и образования». На мероприятии, посвященному 125-летию ученого-языковеда, создателя ингушского алфавита Заурбека Мальсагова, будут представлены работы ученых по истории и современному состоянию кавказских языков, литературе и фольклору в контексте региональной культуры. Также будут рассмотрены современные направления лингвистических исследований. В 2020 году установят новый максимальный ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. Правительство внесло в Госдуму на рассмотрение законопроект, согласно которому в 2020 году будет установлен новый ожидаемый период выплаты накопительной пенсии. Он будет повышен до 258 месяцев с нынешних 252. При этом эксперты предупреждают, что ежемесячные выплаты накопительных пенсий станут меньше. Хусейн Халмурзаев завоевал серебро на турнире по дзюдо Гран-при Ташкент. Международные соревнования проходили с 20 по 22 сентября в Узбекистане. В турнире приняли участие более 460 спортсменов из 73 стран. Россию представили 20 борцов. В весе 90 килограммов выступал и наш прославленный дзюдоист Хусейн Халмурзаев. Без особых проблем Хусейн добрался до финала, где уступил не менее опытному дзюдоисту. Открытый чемпионат по джиу-джитсу пройдет с 28 по 29 сентября во Дворце спорта Магас имени Берда Евлоева в Назране. Участие в соревнованиях примут более 600 спортсменов из Северо-Кавказского федерального округа и других регионов России, отмечают в региональном Минспорта. Соревнования по этому виду спорта в Ингушетии проводятся впервые. Слово Идрису Ижиеву. Джиу-джитсу – спорт, который объединяет в себе все направления. Болевые дзюдо и неуступчивость вольного стиля – это и есть джиу-джитсу. Мягкие и плавные движения – основа борьбы джиу-джитсу. Большую часть времени оппоненты проводят на татами. Правила довольно просты. В спорте используется бальная система. Ну а точку можно поставить болевым приемом. Их здесь много. Здесь вы даже лучше мне расскажете про этих ребят. Вот мы видим Асхада. Ингушетия выбрана организаторами неспроста. У нас хорошая школа дзюдо. Да и в целом к бойцовским видам спорта наши богатыри относятся с искренней симпатией. Теперь задача популяризировать джиу-джитсу по всему Северному Кавказу. Вначале мы думали сделать Магас Open, сделать турнир. Но потом, судя по такому, я не знаю, масштабному дворцу, очень крутой дворец спорта имени Берда Евлоева, и мы решили все-таки остановиться на том, чтобы давайте лучше в таком зале мы сделаем итоговый и статус сделаем ему СКФО. Турнир должен получиться масштабным. Заявлено уже более 500 участников со всех регионов Северного Кавказа. Каждый участник, каждый соперник, они должны стремиться к завершению сабмишеном. И каждый раз, когда возникает угроза сабмишена, вот тут и начинается соперничество, контратаки, скажем так, и занять более выгодную позицию. То есть там баллы они распределяются как, если пример привести, то колено на живот 2 балла, позиция сбоку 3 балла, есть позиция маунт, это 4 балла, есть позиция бэк-маунт, это тоже 4 балла. До старта чемпионата по джиу-джитсу остается не так много времени. Желающие должны успеть подать заявки до 27 сентября. Идрис Ижиев, Магомед Белакиев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.